Работает сегодня в рамках Белгородской области, но я думаю, что вам всем будет интересно. По ходу дела можно задавать вопросы, я очень люблю на них отвечать. Как сейчас выглядит работа обычной пресс-службы? Ну, это работа по медиаплану, плану мероприятий с необходимостью попасть в СМИ и создать нужные нарративы. Сейчас я объясню, что такое нарративы, чтобы было понятно. Ответы на создаваемые в СМИ инфоповоды. То есть, если кто-то написал, если вот говорим про МЧС, где-то происходит пожар, вот, в паблике. Да, желаю, чтобы все успешно прошло, все потушили, никто не пострадал. Появляются инфоповоды, нужно дать на них условный ответ, комментарий, там, прислать фотографии, чтобы все хорошо, наши парни, герои, все получилось. И ответы на... и тушение пожаров, то есть это отработка внезапно возникающих или постоянно горящих проблем. То есть это нормальная работа пресс-службы в целом. Не знаю, еще что-то есть из того, что делают пресс-службы, пресс-секретари? Ну, по-моему, наверное... Организация выставок. Организация выставок, да, вот это я не указал. Конкурсы, выставки. План ФХД. Различные профилактические План мероприятия. ФХД. Понял. Да, сами все делаем. Не, ну это... Но это я имел в виду их комментарии для прессы. По сути, классическая работа пресс-службы — это попытки встроиться в повестку и догнать ее. То есть есть какой-то ход событий, за которым следят люди, и нам нужно, чтобы в этом потоке новостей наша служба, наш департамент, наше министерство присутствовали. То есть мы должны сделать так, чтобы люди осознавали, что мы есть в их жизни, что мы работаем, что мы что-то делаем, что мы близки к людям, защищаем их интересы, помогаем им и так далее. А если событий гипер много, то есть, вот условно, мы работаем по медиаплану, 2-3 пресс-релиза в день. Я не знаю, сколько у вас пресс-релизов в день вы, допустим, выпускаете в среднем? 1, 2? От 1 до 6. От 1 до 6. Вот. А вот такие будни в Белгородской области. То есть это перманентно происходит, последние месяцы так вообще очень интенсивно. Постоянно что-то куда-то прилетело, кто-то что-то обстрелял. Я это говорю не для того, чтобы вас зацепить условно темой СВО. Я просто в целом говорю, это как пример того, когда событий возникает много постоянно. Здесь, например, вот это постоянный ЧС. Вот. Плюс еще СМИ создают контекст через интерпретацию, обобщение, введение в абсолют, фокусировку внимания, гиперболизация, привлечение. То есть что я имею в виду? Пресс-служба видит, что СМИ публикуют новости, а задача СМИ какая? Ну, получить побольше аудитории. Как говорится, хайпануть. Вот. И как можно больше. Вот. Поэтому вот эти все средства для того, чтобы получить больше аудиторию, из мухи сделать слона, вот, из слона сделать мухи, потому что если мы говорим, что слон это что-то хорошее, то обычно СМИ... А можно микрофон, который не садится? Или это такая постоянная проблема? Может быть, есть с более заряженной батарейки, например. А то я прерываюсь, и мне кажется, что я заика. Да, точно. Да, могу, но это слишком камерная обстановка. Вот, давайте попробуем с этим. Все гонят, то есть, если что-то хорошее, это наш слон, он вечно маленький, ничего хорошего не происходит. Но если там что-то где-то вспыхнуло, загорелось, кто-то где-то ошибся, то это супер-мега проблема. Потому что почему любители, журналисты, особенно в социальных сетях, не зная вот этого этикета по поводу использования там гиперболы, по поводу использования там хайповых слов. Вот. То есть мы видим там типа горячие заголовки, но люди же этим пользуются несоразмерно проблеме часто. То есть они для того, чтобы там очередное ДТП произошло, то есть они сразу создают какой-то негативный контекст. Понятное дело, что если мы отвечаем за работу органов власти в данном секторе, то нам бы не хотелось, чтобы люди видели в каких-то событиях системные проблемы. Но я же говорю, что пабликам и телеграм-каналам, различным чатам интересно именно разжечь. Все вот эти видеоролики в социальных сетях, в том числе там, в запрещенном Инстаграме, они все разжигают. Вот. И поэтому это проблема. И вот некоторые из приемов, которые используются, понятное дело, что я почему о них хорошо знаю, потому что я сам этим занимался, я же паблик-мен. Я создавал первые паблики, и понятное дело, что когда-то я не понимал всю важность, но
Благо, сейчас уже понимаю, поэтому могу поделиться. У меня в Белгороде был очень популярный проект, он и сейчас есть. Сейчас называется немножко иначе, он назывался «Черный список». У меня в сообществе собирался весь негатив региона. Все люди, которые недовольны были всем. Знаете, есть люди, которые недовольны всем. Это такая прям образ жизни. Все не так, все не то и все не так. Вот, вот так вот это происходит. И эти люди у меня концентрированно присутствовали, публиковали проблемы. И, естественно, я на этом натренировался. Как говорится, хайпить на проблемах, на негативе. Потом я понял, что, конечно же, это не очень перспективная концепция, потому что мир не становится лучше. Мир становится лучше, когда проблемы решаются. А если люди в целом погружены постоянно в негативный контекст, вот, то это вызывает у всех затяжную депрессию. А мне самому, в общем-то, знаете, так как я люблю там, город, в котором я живу, мне не хочется жить в окружении людей с депрессией. Вот. Но при этом вот эти все, весь этот хайп я познал полностью. То есть вот эти все жаркие обсуждения, знаете, когда там, ну помню, у меня одни из самых жарких тем. Мама маленького ребенка пожаловалась, что ее сыну мешают спать колокола. Вот. И православные активисты вместе с мамами детей встретились в комментариях и там сражались 2000 комментариев, то есть как бы. И вот этот вот, или когда мамы детей жалуются на владельцев собак, которые выгуливают собак без намордников. И тоже, ну то есть там любители животных встречаются с любителями детей, проклинают одни и других, вот. А те, у кого дети и животные, не знают, к кому присоединиться, ну то есть как бы они теряются в этой всей тусовке. Поэтому все, что я говорю, понятное дело, что я сам знаю, как это работает и понимаю всю опасность. А в контексте тех событий, которые происходят в Белгородской области, ну понятное дело, что если бы мы не организовали клуб, назовем это так, у нас есть чат, и там владельцы всех телеграм-каналов, пабликов, СМИ, и мы там все дружно, информационно воюем с силами информационными ВСУ. Потому что понятно, что на Украине очень много всяких они фейков делают и вбрасывают, но когда есть общая какая-то тусовка, где мы там видим и понимаем, какие вбросы происходят, то есть потому что если идет вброс, то по всем пабликам рассылается одна и та же предложка. Ну, то есть одни и те же новости, то есть мы такие, вам это прислали? Да, ну, то есть очевидно, что это подстава. Вот. И опять же, для того, чтобы не просто управлять информационной повесткой, а обеспечивать информационную безопасность региона, у нас в этом клубе, да что же мне все прерывается, может это я такой радиоактивный, здесь было лучше. Вот, мы обсуждаем, как не вызывать массовую панику. Потому что это очень важный момент. Почему вообще в Белгородской области вот эта информационная безопасность, она стоит на кону всех событий. Так-то можно было бы условно всех вывести и все уехали. Но в Белгородской области производится 20% куриного и свиного мяса России. То есть мы обеспечиваем продовольственную безопасность и условно работоспособность этих предприятий, оно очень важно для продовольственной безопасности. Тысячи, миллионы людей кушают благодаря там, продуктам, произведенным в Белгородской области. Если просто сейчас все уедут, то все встанет, будет тяжело. Вот. Чтобы тяжелее не стало, соответственно, нужно, чтобы с одной стороны люди были в безопасности, с другой стороны они должны быть в психологической безопасности. Но это очень сложно сделать, поэтому и нужно как-то влиять. Скажите, пожалуйста, у вас есть вот такие объединения медийщиков, пресс-секретарей? Уже давно. Отлично, очень хорошо. Это очень здорово. Развивайте эти клубы, общайтесь лично, общайтесь там в онлайне, дружите. Потому что когда нормальная рабочая атмосфера, даже в конкурирующих средах, то есть вот у нас у всех крупные телеграм-каналы, у всех большие сообщества, и понятное дело, что мы условно в бизнесе мы конкуренты, но в своей... Знаете, что объединяет всех медийщиков, всех журналистов, работающих, даже независимых там, и прогосударственных СМИ? Что нас всех объединяет, работая вот в одном городе? Отсутствие сна. Нет, на самом деле есть одна объединяющая мысль, и вы должны ее держать в уме. Мы все любим наш город, нашу
республику, наш регион. И на этой любви мы просто, может быть, все по-разному смотрим на эту любовь. Но по факту главное, что нас всех объединяет, мы здесь живем в этом городе. Мы живем в этой республике, в этой области, и нам не все равно, что будет. Именно на этом можно основать любое комьюнити, объединение людей, которые работают в медиа. Главная задача пресс-службы – влияние на контекст событий. То есть, условно, вот эти все события, новости выходят, и нам бы хотелось, чтобы был вот там небольшой зазор для того, чтобы человек воспринимал все-таки работу пресс-службы, работу государственного органа, который вы представляете, ну, как-то корректно. То есть мы, понятно, что никто не просит, чтобы вы, там, независимые журналисты, писали только про нас хорошее. Ну, бывают у нас проблемы. Но пишите так, чтобы мы могли ответить, чтобы это не был постоянный разнос и какая-то война информационная. Вот. Но, опять же, если событий, допустим, очень много, их, к примеру, 15 в день, и у вас там 30 информационных источников в городе, и пресс-служба должна прокомментировать 15 событий для 30 СМИ и медиа. А если эти СМИ еще и хорошо работают, и каждый находит свою историю, повороты в события. Что я имею в виду хорошо работает? Ну, я с федеральной закалкой, и если мы видим какую-то новость, мы стараемся делать эксклюзив. То есть новость-то общая, все они условно написали, но чтобы у нас был свой трафик, мы находим какую-то историю, мы находим какого-то свидетеля, или какого-то человека, или пострадавшего в событии, который комментирует и развивает для нас уникальную линию этого события. И представляете, если не просто все переписывают, хорошо на самом деле, когда, ну условно, для пресс-службы, когда медийщики, журналисты ленивые в регионе, они вот так не заморачиваются, просто друг у друга переписали все 15 раз. Да. Ctrl-C, Ctrl-V, 2 слова поменяли местами. И так сойдет. Ну а вдруг журналистика, допустим, живет, и все стараются работать хорошо. Тогда, естественно, все эти истории нужно отработать. И это, конечно, колоссальное количество событий, то есть суперсложные дни, это конкретные примеры, допустим, из Белгорода. То есть 450 публикаций в день выходит, даже если у вас 10-часовой рабочий день, то это вам нужно обрабатывать 45 запросов в час. Вот. Это очень много, понятное дело, но надо как-то эту ситуацию разрулить. То есть это мы возводим в абсолют, и я надеюсь, искренне и желаю, что никогда у вас такого аврала не будет. Но знаете, к хорошему готовиться не надо, как говорится. То есть поэтому я приехал поделиться опытом, чтобы мы посмотрели, как действовать, если такое происходит. Вот. Как к этому подготовиться и как развивать работу пресс-службы в целом. Можно ли выжить в режиме ежедневно бегущих коней и горящих рис? Да. Это как... Вот. Ну, тот, кто работает в МЧС, я думаю, что знает. Службу спасения. Но по факту, конечно, да, тем более, когда выбора нет. Ну, то есть мы приходим на работу, такие, пожалуйста, у нас очень хорошие условия, хорошая зарплата, все очень хорошо, но вам надо будет работать круглосуточно. Но об этом обычно работодатели не говорят. Просто уже такой по факту. Такой, как это в 2 часа ночи вы спите? У нас тут события происходят, надо работать. И ты встаешь. Я просто знаю, потому что в лайфе у нас такой же режим. То есть, если что-то в стране произошло, все поднимаются, едут в редакцию, работают. 2 часа ночи, 4 часа утра. Так. Это было очень интересно, и по-прежнему у меня всегда телефон рядом. Если кто-то позвонит, я готов. Ну, на самом деле, понятное дело, что те, кто работают в этой сфере, они немножко сумасшедшие, мы. Вот. И в этом, наверное, какой-то интерес, собственный кайф. Вот. Потому что, ну, не знаю, это я не буду как-то сильно вдаваться, но я никогда от этого не страдал, я никогда не ждал от жизни какой-то нормированности. Если события происходят, и мне интересно жить, я всегда увлекаюсь. Так, дисклеймер, это такое пояснение, расскажу, как я вижу, будучи внешним участником медиапроцесса, работу пресс-службы правительства Белгородской области. Я не являюсь автором или соучастником проектирования этой работы. То есть внутрянку я не знаю, но если бы я проектировал эти процессы, я бы копировал подходы, которые реализованы в Белгородской области. Вот посмотрим. Так, как выстроена работа пресс-службы правительства? Официальный источник информации еще и самый оперативный. Это такая магия, которую удалось достичь, когда пресс-служба выдает все проблемные новости первыми. То есть, потому что вы же знаете, что у государственных
органов есть такая супермагия, мы на самом деле все узнаем первыми. Ну, то есть понятно, что МЧС раньше всех узнает о пожарах. Ну, то есть быстрее только те, у кого пожар. Вот. Известно. Поэтому плюс добавляется эксклюзивный высококачественный контент, фото, видео, текст с мест, где не пускают журналистов. То есть это вся история. То есть мы даем первыми, мы даем эксклюзивно. И это опять же, то есть официальный телеграм-канал или, допустим, официальная, там есть у нас в регионе пресс-служба в Телеграме. Вот, то есть такой оперативный штаб называется. И там вот вся оперативка, она выдается первой. Почему? Еще видите, в силу СВО, сейчас же, согласно закону, нужно официальное подтверждение, чтобы информацию какую-то публиковать. То есть если ее не было, вот. Но опять же, с одной стороны, это вроде как бы фора для правительственных журналистов, потому что можно тянуть сколько угодно, никто не выкладывает. Но вопрос же в том, что мы не хотим паники. Чем больше люди не знают, что происходит, не видят официальных сообщений в СМИ, от губернатора, от пресс-службы, от вот этого оперативного штаба, тем больше у них беспокойства. Потому что главная проблема, когда что-то происходит, мы хотим знать, что власти в курсе, что службы, которые этим занимаются, в курсе, что они уже выехали на место. Вот. Прямая открытая коммуникация со всеми участниками медиапроцесса, личное общение. То есть у нас чаты есть отдельно, министр информационной политики, у нее отдельный чат с журналистами, отдельный чат с владельцами пабликами телеграм-каналов, отдельный чат с пресс-службами и так далее. То есть максимально оперативно, у нас пользуются в основном телеграме, но прямо там можно получить комментарий. То есть никаких запросов уже никто не делается. То есть вопрос в том, что главное быстро ответить на запрос. У нас такого нет, что там типа... Можно, конечно. Привет. Очень приятно, Илья. А что делать, если, допустим, комментарий, вы же говорите в чате, отправляют прямо вопрос, если очень приятно или очень, скажем, в негативном тоне, что-то. Нет, вопрос этикета... Не бывает, что все прям супер по позитиву, чисто... Наоборот, мы же говорим про проблемы. Нет, никакого позитива тут нет. Просто есть определенное правило для всех присутствующих в чате, корректность и этикет обращения в этом чате. То есть это в любом случае рабочий чат, и там понятно, что там представители разных СМИ, и они по разной степени, как говорят сейчас, токсичны. Вот. Но вопрос в том, что если не ведешь себя корректно и спрашиваешь некорректно, тебя просто удалят из чата, и ты не будешь иметь доступ к оперативным комментариям. А пускай пишут, без вопросов. Тут вопрос в том, что... Нет, это же чат, в том-то и дело, что по закону есть законный порядок. Вот. Тот, кто нормально понимает и нормально общается, тот может даже сложные вопросы задать, спросить корректно. Вот. В этом нет... Министр на самом деле присутствует? Да, конечно. Она очень открыта, поэтому то есть, у нее это легко получается. Сам министр, сама же прямо... Да, магия. Представляете? Нет, тут просто видите, если еще будут какие-то люди, это лишняя потеря времени. То есть у нее напрямую доступ к высшему лицу, и она уже только с ним согласовывает какие-то моменты. Все. Поэтому там условно пересылка даже из чата в чат происходит максимально быстро. Но я же говорю, что тут же вопрос не в том, что наша цель прокомментировать. Наша цель часто уберечь жизни людей. И тут если мы там будем мешкать, если начался обстрел поселка, нам нужно, чтобы в телеграм-канале этого поселка уже вышла информация 2-3 минуты. Потому что уже 2-3 минуты это тоже медленно, это уже поздно. Но по факту, по крайней мере, люди, когда подскакивают от взрывов, они видят, смотрят новости, уже прячась в ванне, и видят, что они этим вопросом занимаются. Потому что много всяких средств оповещения использовались, в том числе СМС-уведомления, которые МЧС высылает, но оно приходит с запозданием в 30 минут. То есть это просто техническая задержка. То есть, условно, когда отправляются десятки тысяч СМС, формируется очередь, которую максимально быстро ее не разошлешь. Поэтому получается, что мессенджер самый быстрый способ.
И поэтому вот эта скорость, она это... И никакой в этом проблемы нет. Может быть потом, когда закончится СВО, мы выиграем, все изменится и станет все снова медленно. Но так у нас, в общем-то, закладывалось изначально. У нас в целом вот этот весь разговор про открытость власти, это не бренд, это реальность. То есть у нас и руководители региона, ну, если будет интересно, можете посмотреть телеграм-канал «Настоящий Гладков». Он каждое утро записывает видеообращение, каждый день проводит прямой эфир с жителями вечером. Вот, и его люди прям в такси едут, смотрят, то есть максимально все быстро. Поэтому у него там 420 тысяч подписчиков в Телеграме. Он... Вау, что это? Вот, это все, поэтому говорю, это все вынужденная необходимость, но она показала, что скорость может быть максимальной. Люди вообще, ну типа, и медийщики, и понятное дело, что у нас даже самые оппозиционные журналисты, или там какие-то, которые с прищуром смотрят, они относятся к этому очень уважительно, потому что с точки зрения механики работы нет никаких задержек. То есть культуру личной коммуникации профессиональной никто не отменял, но вот я говорю, такой токсичности нет. Можно спросить все что угодно, вот. Если это требует больше времени для ответа, оно дается. Но если нет, то... Ну и поэтому вот эта готовность слушать идеи и увлекаться. То есть можно написать что-то, предложить, там какой-то проект, в том числе уже не связанный, но вот эта вся открытость, ну и говорю, я даже не хочу это назвать открытостью, это просто нормальное положение дел. К этому можно прийти, к этому нужно прийти, и это очень круто, если мы к этому придем и не будем больше, вот, по крайней мере, между медийщиками, пресс-секретарями строить какие-то баррикады искусственные, потому что наша цель, ну, здоровое информационное поле. Техническая оптимизация взаимодействия пресс-службы и участников медиапроцесса, то есть общение через чаты и быстрые комментарии прямо в чате. Иногда, если на бегу, министр может записать голосовое. Представляете, это же великолепно. Вот. В этом нет ничего страшного. Понятное дело, что это высокий уровень ответственности, но, опять же, там и, я так полагаю, внутри структуры это все упрощено, и человек просто берет на себя ответственность за какие-то вещи, то есть он не согласовывает каждый раз там, по кругу со всеми. Поэтому там каждый министр, он является высшей точкой. То есть есть определенный уровень вопросов, которые комментирует автоматически первое лицо, но до этого большую часть может прокомментировать сам, и к этому, в общем-то, это у нас развивается, сам министр, то есть ЖКХ, там, строительство, там, культуры и так далее. Скорость реакции пресс-службы и ответа сокращена до 1 часа, но это я как бы прям, знаете, чтобы не обмануть. В среднем 20-30 минут, часто и 5 минут. То есть если мы говорим про ЧС, ЧП, вот, ну, я к тому, что это не преувеличение, у нас, если что-то происходит, у нас и губернатор в 3 часа ночи выкладывает посты в Телеграме, потому что это важно, да. У нас официально закреплено нормативным документом, что скорость ответа не должна превышать 30 минут. Ну, видите, это значит, что мы уже с вами наравне. Вот, мы наконец-то достигли вашего уровня. Вот, и я же говорю, что просто, если мы будем воспринимать данные подходы как что-то обычное и нормальное, мы, может быть, благодаря нашей с вами совместной работе, пресс-служб, журналистов, медийщиков, медийщиками я называю вот этих паблик-менов, владельцев телеграм-каналов там, и так далее, мы вообще должны победить с вами вот этот вот бренд «доступность власти». Да понятно, это очевидно, ну типа мы же все в этом городе живем, ну то есть почему, естественно, это, все должны быть доступны. Доступность у нас всегда определяется просто информационной доступностью. Понятно, что там все жители не бегут обниматься быстрее с министром, «О, ты наш родной». Может быть и так происходит, конечно. Но в основном вот эта вся открытость, она просто определяется скоростью взаимодействия с пресс-службами. Как быстро выходит информация, слышит ли нас власть. Ну а как мы можем быть, слышно нас или нет? Ну то есть, типа, мы там о каком-то событии сообщили, и об этом они написали, быстро ответили. Вот она, собственно говоря, вот эта открытость. Увы, я не знаю, как это работает внутри, но, в общем, я уже вам в целом объяснил. Вот, скорость официальных ответов реально очень высокая. Пресс-служба одна из первых дает информацию о проблеме, тем самым беря управление инфоповодом на себя. Есть такая абсолютно точно проверенная гипотеза о том, что тот, кто
является источником информации, тот является и первым комментатором по всей проблеме. То есть если о ЧП выходит информация в СМИ, пресс-служба догоняет. Если пресс-служба выдает первое сообщение о какой-либо информации, то, во-первых, мы можем позвонить и сказать, что так, ребята, сошлитесь, пожалуйста. Вы-то у нас это взяли, давайте будем работать корректно. Пресс-служба дала первое. Соответственно, если пресс-служба первое дает, мы и комментируем, даем ответы дальше по всем поворотам. Кто приехал, что произошло, сколько пострадало, не пострадало, там, и так далее, и так далее. Все равно, но просто некоторые тормозят этот процесс. Я уверен, что это не вы и не у вас, но есть регионы, в которых, ну типа, давайте зажмуримся, закроем глаза и уши, и может быть ничего не, ну типа, никто об этом не узнает. Но понятное дело, что это глупость и абсурд, сегодня все обо всем узнают, вот. А если власти промолчат, то мы потом, получается, выглядим немножко, как это говорится сегодня по-молодежному, кринжово. Вот. Ну, то есть странно, знаете, все об этом пишут, а мы такие, ну что, будем комментарии давать, будем, не будем? Ну, блин, конечно, уже весь мир знает, а мы до сих пор не прокомментировали. Так, вот, кстати, по поводу нарративов. Давайте поясню, что это такое. Кто знает, что такое нарративы? Это очень клевое понятие. Оно означает та мысль, которая остается у человека после прочтения новости, после прочтения новостей. То есть, условно, если в доме, в каком-то многоквартирном, произошел взрыв газа, какой нарратив от этой новости? Все люди, которые живут в домах с газом, будут переживать, что они в опасности. Вот. Либо если, допустим, власти медленно реагируют на проблему, у этой ситуации нарратив какой? Я не защищен, власть меня не слышит. Ну и, соответственно, вот эти мысли, то есть вы должны понимать, и это хорошая тренировка для вас, как для профессионалов, понимать, какой нарратив формируется из этой цепочки событий. То есть, что мы людям даем, понять. Он может быть как позитивный для нас, этот нарратив, так и негативный. Соответственно, если негативный, мы должны его быстро окружить добром, вот, и показать, что нет, все на самом деле лучше. Кто первый дал новость, тот и рулит инфоповодом. Но это правило, как мы очень запоминаем, поэтому это сложный на самом деле такой этап, барьер, потому что вроде как бы пресс-служба, она отвечает, не всегда, нет, я понимаю. Нет, причем это может быть правильно, что не всегда, то есть моменты, которые, то есть, одни дают, и потом уже по специалитету распределяются на несколько министерств, ведомств, организаций, и каждый в своей части дополняет информацию, которая пришла первая. Да. Главное, чтобы все работали одинаково примерно быстро, потому что, если кто-то тормозит весь процесс, потом, весь поезд стоит. Эй, мы ждем остальных. Мы списываемся просто обычно. Да. Нет, очень хорошо, что мы выходим вот на эту прямую, простую коммуникацию, потому что есть, к сожалению, в некоторых регионах России, когда министерства и пресс-службы министерств, немного тянут на себя одеяло, такие, наш министр еще не готов, мы еще попозже, давайте мы как... Нет, хорошо, что такого нет у вас, потому что, это круто. То есть официальная позиция формируется сразу же, и уже дальше развитие инфоповода другими СМИ отталкивается от официальной позиции. Вот. Часто официальные источники информации являются первоисточником даже условно негативных инфоповодов. То есть, о проблемах мы говорим первыми. Потому что, опять же, мы говорим о обстрелах, об угрозах, о каких-то негативных, о пожарах. Поэтому об этом узнают у нас. Но при этом сразу же создается нужный контекст. То есть, если мы первые пишем о проблеме, самый главный плюс то, что все понимают, что власть уже знает о проблеме, что структура в курсе, власть уже ищет пути решения. Вот эти нарративы, когда мы являемся источниками негативной информации. Потому что, не хочется, чтобы на нашем сайте, нашего прекрасного министерства были плохие новости. Но если они происходят, так, господи, они все равно там появятся, эти новости. Так, давайте будем первыми. Простите, что улыбаюсь. Так, что, на мой взгляд, нужно для выстраивания работы пресс-службы? То есть это искреннее желание всех участников. Потому что, знаете, в нашей стране, если человек что-то хочет, либо государство что-то хочет, то нас не остановить. Вот тот самый легендарный админресурс,
который может по-разному работать. Я помню, как-то в одном регионе я прилетел, и мы с министром информационной политики, он меня провожал, опаздывали в аэропорт. Нас прямо на взлетную полосу завезли к самолету, я первый раз такие кванты видел. Ну, то есть это значит, что... Нет, мне было странно, это, конечно, думаю, ого, так это просто министр информационной политики, думаю, ого, представляете, что там другие министры могут делать? Они просто сразу взлетают на машине и улетают. Нет, я к тому, что если мы хотим работать для людей, то нашего желания достаточно. Желание общаться и эффективно работать, желание пользы для людей, живущих на вашей территории. Вот это вот последнее для меня на самом деле самое важное. Вот потому что мы и пресс-службы, и журналисты региона, мы определяем вообще скорость жизни здесь. Вот интересность жизни. В Белгородской области создание этой схемы началось еще до СВО, естественно. То есть вот эти взаимоотношения, выстраивание, чаты, все это уже было до. Но СВО, естественно, выступило суперакселератором, и прототип быстро стал рабочей моделью. Потому что, ну, когда ты условно выстраиваешь только эту работу, это одно, а когда уже нужно, чтобы это работало, оно и заработало. Пример событий. Надо включить видео 1. Сейчас покажу вам видео, разберем, как у нас отрабатывается. Это один случай 20 апреля произошел в Белгородской области, я думаю, что в Белгороде. Это одна, у нас две центральные магистрали, это вторая, проспект Ватутина. Вон там что-то упало. Что-то упало загадочное, но погас свет. Давайте я сяду, чтобы вам было видно. Машины едут. Никто не подозревает. Я показываю это событие, потому что никто не пострадал, сразу скажу, вот, чтобы вы были спокойны. Да, картинка как бы вау. Что произошло, никто не понимает. Ну, учитывая особенности Белгорода, можно включать дальше презентацию. А особенности Белгорода, понятно, что мы там первые мнения, что ВСУ обстреляли Белгород. Но оказалось, что это не штатный исход авиационного боеприпаса с борта Су-34. Я почему привожу пример именно эту историю? Потому что это, знаете, тот неловкий момент, когда это мы. Ну, то есть, как бы всегда, как бы, когда есть виноватые, можно там сказать, это они виноваты, они хотели нам зла. Вот. Понятно, что это может быть и так, но тут конкретно плохие не виноваты, это мы сами. И, ну, типа, ситуация немного неудобная. Ну, посмотрим. 22:14 выходит первая новость. Это крупнейший телеграм-канал, на тот момент было 377 тысяч в нем. То есть у нас такой очень соцмедийный регион. Вот, огромнейшая воронка, Новотутина, жесть, ну, то есть там все это разнесло. Через 2 минуты еще кадры с Перекрестка пошли. Понятно, что это все там в разной степени быстро расходится по всем пабликам. У нас только больше 200 тысяч подписчиков, 7 сообществ в Белгороде. Телеграм-канал здесь вот 377, следующий 150 тысяч, и еще там 90 и 50. То есть у нас весь регион, все потребляют новости через социальные медиа. 8 минут, пацаны ехали с бани, приехали. Вот, очевидцы присылают еще кадры с места ЧП. 13 минут. Видите, уже начинают подкалывать. Причем мы все как бы, в общем-то, в одной тусовке, но это абсолютно не отменяет вот эту конкурентную атмосферу. И подкалывание. Официальных комментариев от властей пока не было. Ага. Хотя я говорю, что мы все в одном чате, но все работают, ну, нормально. Владу тоже, Влад, владелец этого телеграм-канала, Владу тоже нужен трафик, нужна аудитория. Никаких скидок никто не делает. У нас нет каких-то, вот, знаете, мы дружим, но это дружба про партнерство. Это не дружба про то, что там, если мы взаимодействуем с властью, нас просят, ну, типа, что-то не ставить. Удали новость, ты что? Это еще не проверенная информация. Может быть, просто землю кто-то рассыпал. Прошло 20 минут, пошла отработка по пострадавшим. На самом деле, вы видите, то есть по предварительным данным обошлось без жертв. То есть это уже в чат пришла информация о том, что, ну, типа, ребята, пока никого не нашли, ищут, но пока нет жертв. Никто не обратился, то есть как бы не позвонил. Там же уже полицейские прошарились, там, посмотрели. 24 минуты. Тут следующая новость. Там, оказывается, во время взрыва на парковке стояла машина, ее закинуло на 5 на магазин. То есть она подлетела где-то на 7-8 метров вверх,
и пролетела 20 метров вперед и упала на крышу. Это очень эпично. 33 минуты. Официальная информация от губернатора. Та-дам! Все. Жизнь начала налаживаться, потому что, гляньте, сколько охват. 1,2 миллиона просмотров. У нас Вячеслав Владимирович, он постоянно говорит, да, вот я, говорит, у меня самая популярная СМИ. Говорит, вы не очень мне нужны. Подкалывает, говорит, давайте, развивайтесь, смотрите, у меня какой телеграм-канал. Вот. И это, кстати, очень сильный аргумент. Понятное дело, что тут не надо скидывать это со счетов. Это очень круто, когда у первого лица супер крутое медиа окружение. То есть он сам может всем все быстро рассказать и без нас. И это нас тоже подстегивает, то есть сильно не отставать и там типа вату не катать. Потому что ты чуть-чуть замешкал и все, ну типа, да, тебе скажут, зачем ты нужен, парень? Пока. Мы сами тут разберемся, у нас вон какие телеграм-каналы. Да, это 20 апреля. Да, понятно, я вам показываю ну, то, что было, но время идет, телеграм развивается. 3-4 минуты информация уже выходит во всех. То есть самое главное, что пострадавших нет, подробности. Взрывной волной повредил несколько припаркованных автомобилей. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления военной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные аварийные службы находятся на месте. Все люди знают, потому что, ну, то есть это же как выглядит? У нас 1,5 миллиона жителей, вот, что-то произошло, люди сидят в телеграммах. То есть они вот все смотрят, ну, типа, что происходит, все внимание там, потому что это же, ну, очень страшное событие. Но уже они в курсе, что все нормально. 1 час 39 минут уже вся информация по происшествию и пострадавшим от губернатора. То есть еще раз дублируется информационный штаб, обследование территории, 4 квартирных, в общем там. На самом деле фишка. Фишка этой истории, что упало на самом деле 2 снаряда. Но второй, пройдя и снеся балконы панельного многоквартирного дома 9-этажки, ушел в землю на 7 метров и почему-то не взорвался. А может взорваться? Его потом выкопали, конечно. Нет, но он мог взорваться, там эвакуировали весь район, 17 тысяч человек, потому что, но это опять же говорю, что почему я рассказываю эту историю, потому что эта история на самом деле чудо. Вы видели, какой взрыв произошел там на дороге, и машина, которая только проехала, ей просто снесло зад, простите за слово зад, вот, но водитель жив, не пострадал физически. Вот. И, соответственно, вот эта бомба, которая, упав вплотную к дому, она, во-первых, не упала, не пробила весь дом. Она упала в землю и почему-то там осталась, простите. Вот. Прошел 1 час 46 минут. Первая информация от Министерства обороны. Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета 34-го ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Понятно дело, что, наверное, хотя нет, я не буду высказывать всякие версии. В общем, вот так они сообщили, уже у нас все нормально, уже всем объяснили, вот. Но вот, слава богу, что Министерство обороны тоже, ну, типа, по крайней мере, вышли, сказали, да, это мы, извините, там нет. Ну, в общем, сказали, что это мы, уже хорошо. Прошло 2 часа 36 минут, дорожная техника приступила к работам по восстановлению. То есть 3 часа 2,5 часа вообще на всю историю, и все, то есть как бы там 0,50, все жители условно, спокойно ложатся спать. Фух, и выдыхают. Но, видите, я почему говорю об этом с улыбкой? Я же живу в Белгороде, вы скажете, ну у вас там же, ну типа СВО, военные действия и так далее. Есть такая фраза, что любая война интересна первые 30 дней. Вот. Мы как бы к этому все привыкли, народ очень сплочен, народ вместе. Вот, все такие, если вы приедете в Белгород, зайдете садитесь в такси, вот, водитель вам сразу такой, ну что, они такие, всем победим. Вот. И дружность региона, она очень на большом уровне. У нас тут весь регион собирает гуманитарку, все военнослужащие практически Министерства обороны проезжают со всех регионов проезжают через Белгородскую область, в том числе и с вашей республики, ребята. Вот, всем помогаем, всех встречаем, всех размещаем, кормим, носки вяжем, в общем, все, что можем делать, потому что, ну и у нас это, конечно, невероятно сплочает. Очень часто спрашивают, ну типа, вот у нас в армии что, денег нет,
что зачем собираться. Но на самом деле есть тут чисто простой технический маркетинг. Ты когда даже 100 рублей пожертвовал на армию, там носок связал, ты уже, вовлечен в процесс. Тебе уже не пофигу. То есть, пускай это немного цинично, ты сделал ставку на своих уже. Для тебя тебе не пофигу. И вот чем больше людей в стране будет, которым не пофигу, которые немножечко, даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Вот. Даже доброе слово, мы все приветствуем солдат, мы все стараемся как-то поддержать, пожать руку, мужики выходят, если блокпосты стоят какие-то, то есть обнимаются и говорят спасибо вам, за вашу работу. И это все, конечно, очень поощряет. Понятное дело, что я искренне желаю, чтобы нигде больше такой ситуации не было. Это не требует. Я просто к тому, что в целом вовлеченность в процесс очень сильно объединяет. Какая-то общая проблема, она, конечно, сплочает народ и говорит, что мы вместе. Причем вот этот наш весь супер интернациональную страну, 190 народов, все разные, но все в одном деле, в одной борьбе, мы все едины, и это, конечно, очень важно. Может быть, я же говорю, что цинично говорить, что это плохой повод и жалко, что война и так далее. Но, может быть, какие-то важные ценности, они только сейчас и оголяются. Мы понимаем, кто за что. Вот. Так, почему надо работать круто? То есть самое важное, и как я уже говорил, что это личная всегда мотивация, то есть один человек в действительности может изменить все. Один руководитель пресс-службы, один министр, один хороший журналист может сделать мир своим примером другим лучше, потому что скорость медиа определяет жизнь людей в регионе. На самом деле, эта вся история про, в том числе, уезд людей из своих родных городов, он чем обусловлен? А новостей мало. Человек же как определяет свою жизнь? Он определяет по тому, что происходит в городе. А если новости все про главу республики и про мэра, и все, и других, кажется, событий нет. И их не потому, что их нет фактически. Мало про них пишут. Мы медийщики, журналисты, пресс-секретари, мы определяем интересной жизни. Понятно, что все московские СМИ, они федеральные, и они там очень много событий, и у людей есть впечатление, что в Москве очень интересно. Нет. Я вообще из Белгорода, я жил 6 лет в Москве. Вот. У меня даже жена была из Москвы, но это не помогло мне сильно больше интересоваться Москвой. Потому что по факту, помимо новостей, самого личного возможности участия во всей этой жизни нету. Потому что ты в Москве 1,5 часа куда-то едешь для того, чтобы поработать. Это очень странно, я говорю, я поэтому в Москве этого не делаю. Я не знаю, то есть если посчитать, то по 1,5 часа в день, то есть каждый месяц, двое суток я куда-то еду. Я когда смотрю на людей, которые добровольно это совершают, говорю, что, зачем вам это? Я говорю, я с близкими 2 суток иногда не могу позволить себе провести, а вы дарите это инфраструктуре, метро и так далее. Вот. Но интересность жизни, чтобы этот момент не был, что я уеду жить в Москву или куда-то в другой город. Это просто, говорю, по журналистике определяется. Чем интереснее пишут, чем больше событий с каких-то лидеров общественного мнения, каких-то звезд своих собственных, певцов, танцоров, артистов, у вас кинематограф очень крутой. Чем больше мы про это пишем, тем это ощущение затягивает интересности жизни. И оно везде примерно может быть по ощущениям одинаковым. А человек свою реальность, он именно по новостям определяет. Это, знаете, мы вчера общались с Мишей, Миша сидит, я ему рассказывал, что в целом, Миша, привет, я про тебя рассказываю как раз. Я говорю, мы весь мир в целом определяем по новостям. Мы же, если никуда не выезжаем, к примеру, все, что нам пишут в новостях, мы считаем, что это реальность. А может, нет никакой реальности. Может, это все просто кто-то контролирует, и нам все это в уши бьет. Такое, знаете, как в фильме «Матрица». И понятно, что человек, живя в своем городе, двигаясь только из дома на работу, в центр города погулял, у него треугольник по жизни. Какой мир там дальше, определяет он для себя только через телеграм-каналы, через новости, через чаты, через тех людей, с кем он общается. И его можно, этот мир, его сделать интереснее. Ну и напоследок хочу показать вам видео, которое выпустило правительство Белгородской области. У них внутри
какая-то супер-мега творческая служба. Видео номер 2 включите. И нету других забот, и снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце тревожною даль зовет. Пускай беда грозится бедою, дружбу мою с тобою, одна только смерть возьмет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце тревожною даль зовет. Я ходить умею, а как лететь я умею, а я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце тревожною даль зовет. Судьбою счастлив такой, и пламя берешь рукою, и тает знаешь лед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце тревожною даль зовет. И так же, как в жизни каждый, любовь ты встретишь однажды. С тобою, как ты отважна, сквозь бури она пойдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Мое сердце тревожною даль зовет. Все друг за друга у нас. Вот так вот мы и верим во все. Так мы все вместе и прорвемся. Спасибо. Постоянно заплачу от этого ролика, я не знаю почему, потому что, наверное, это все близко, потому что не все равно. Все, спасибо. Я пользуюсь всеми социальными сетями, но вы можете найти меня, например, ВКонтакте, но вообще Илья Чканов есть во всех социальных сетях. Я для чего? Я никакие курсы не продаю, просто если у вас какая-то будет какие-то вопросы, вы захотите поделиться опытом, найти какую-то помощь, поддержку профессиональную, вот, я всегда буду рад вам ее указать, потому что мы все информационщики и должны быть сплочены, тоже обмениваться опытом, потому что от нас зависит, я же говорю, что как интересно будет жить в этой стране, в наших
республиках, в наших регионах. Вот. И тогда мы быстрее преодолеем вот этот вот какой-то эмоциональный провал у людей. Вот. Потому что чем больше мы будем давать вдохновения людям, тем быстрее они будут активнее развивать все, что сейчас нужно развивать. Развивать есть что. Вот. Спасибо. Спасибо большое, Илья. Да. Классно, очень интересно. Большое спасибо за вашу неравнодушность, за вашу эмпатию, за такой классный контент, видео, да? Всех впечатлили, но у нас еще есть полчаса времени. И я думаю, что мы должны сами этим обязательно воспользоваться и задать все вопросы, которые накопились. Конечно, Хорошо? конечно. Я можно... могу ответить на любые вопросы, связанные Да. с социальными сетями, Можно я каналами. воспользуюсь правом Воспользуйтесь. владения микрофона и задам первый? Хорошо? Да, давайте. Меня очень волнует всегда вопрос, как реагировать. Я тоже очень эмпатичная, неравнодушная и быстро воспламеняющаяся мадам, поэтому я тяжело на черный список реагирую. Когда вот эти вот гундежи, да, начинаются, да, все не так, все, власть плохая, не доделали, не доработали, не досмотрели, да, я не могу промолчать, я все равно взрываюсь и начинаю там чего-то подписывать, да. Ну, А вы против кого пишете? Вы отвечаете или поддерживаете? Да? Нет, я против диванных критиков, которые мало понимают суть происходящего, не разобравшись в ситуации, начинают делать какие-то клише, отбрасывающие тень на власть, на все общество, на регион, на Россию и так далее. Поэтому как реагировать грамотно, так, чтобы сохранить честь мундира с одной стороны, и с другой стороны поставить на место тех, кто вякает? Ну, на самом деле, самая большая проблема для тех, кто постоянно критикует, это самый страшный сон, если вдруг все будет хорошо. Представляете, вот как они будут жить? Ну, типа, представляете, мы все наладили, все дороги отремонтировали, все подъезды починены, все покрашено, все идеально, все. Эти люди уедут, видимо, из России. Тоже последняя будет волна, которые свалят, это те, которые, ну, типа, все, больше нечего критиковать. Важно, конечно, это постоянный призыв к проактивности. Тот человек, который буквально, ну лично это мое мнение, буквально руками не влияет на качество жизни людей, своего подъезда, вот, он не, наверное, менее, на мой взгляд, имеет право что-либо критиковать. Потому что можно бесконечно рассказывать, что я плачу налоги, а вы тут все должны все сделать. Но ты же сам в туалет же тоже ходишь, тебе же никто ничего не помогает. Ты же, если в твоем доме беспорядок и бардак, никто же за тебя его не наведет. Вот. Поэтому все эти пустые разговоры, ну, во-первых, просто на эмоциональные всякие вбросы мы в принципе не реагируем. На оскорбления власти, тем более, вообще надо банить этих людей. Потому что, я говорю, надо научить всех друг с другом говорить. И людям нужно, прежде чем критиковать, научись критику подавать. И в целом можно провести информационную кампанию, публиковать примеры того, как нужно жаловаться. Договориться вот с этими сообществами о том, окей, мы готовы слушать вашу критику, но вы, пожалуйста, делайте ваши публикации корректными, чтобы под ними не стрёмно было отвечать. Ну потому что если это просто какие-то эмоциональные там возгласы, ну что там можно написать? Потому что, ну, не очень понятно, человек конструктивен или он просто сегодня расстроился чем-то. Поругался с близким человеком и такой, и тут еще яма. Вот. Поэтому нужно восполнять дефицит культуры. Вот. Отвечаем только на конструктив. Что конкретно не так? Что именно нужно, на ваш взгляд, изменить? Есть ли у вас какое-то видение решения этой проблемы? Обычно в этом, если человек конструктивен, он выходит на здравый рассудок. Если это просто эмоциональный вброс, то тут тоже становится все очевидно. Не знаю, как решаете сами. Я что, тут должен за вас вашу работу делать? Что это за детский сад? Я иногда смотрю на взрослых людей, которые вот такое пишут. Ну, слушай, есть вещи объективные, нужно как бы понимать. Даже искренне желая, я примерно, довольно хорошо представляю работу органов государственной власти, исполнительной власти точнее. Я понимаю, что даже если очень сильно побежать, некоторые проблемы придется решать год. К сожалению, так устроена наша страна. Вы сами призывали к честности, прозрачности госзакупок и так далее. Но, пожалуйста, попробуйте поучаствовать в этом процессе. Если у вас какие-то проблемы во дворе, попробуйте пока активно собрать жителей вашего дома
Вот. И посоучаствовать в этой проблеме. Потому что у меня сейчас есть вот такой проект, я хочу его реализовать. Это вот как раз про дворовые комьюнити. Научить людей пониманию того, что двор их только когда они в нем что-то сделали. Это так же, как квартира моя, не потому что у меня право собственности на нее и документы, а потому что тут вещи разбросаны так, как я сделал. А здесь убрано, здесь стоит стиральная машинка, которую я купил и поставил. Это все продукт моей деятельности. И, соответственно, во дворе двор становится ваш, когда вы там проводите субботники, что-то делаете, проводите какие-то общие мероприятия, когда вы знаете соседей, когда вы знаете, с кем вы рядом живете. Вот. Максимальная работа с проактивностью. Вот. И если, допустим, очень сильно может выручить вас человек, пускай даже критический блогер, но который ходит, сам участвует в процессе. Потому что критика без соучастия, это, я не знаю, это просто, типа, вбрасывание. Ты подбрасываешь, там, подливаешь масло в огонь, и что? Тушить-то кто будет? У каждой ямы не поставишь госслужащего, не поставишь человека, который найдет ее. Да многие проблемы могут решиться сами, если людям просто объяснить: друзья, да хватит жаловаться, вы просто напишите там на госуслугах, там в сервис обратной связи, есть там сейчас СУРы, там они все реагируют. Просто напишите корректно о вашей проблеме, напишите точно адрес и так далее. Вы получите ответ, когда будет ваша проблема решена или поставлена там в очередь, бюджетирование и так далее. Все, что за дешевый хайп? Ну, то есть не ведемся, не агрессируем, а пытаемся... Нет, не пытаемся, задаем конкретные вопросы видения решения этой проблемы у человека. Если он адекватен и его интерес, чтобы проблема решена, это одно. И мы с этим человеком общаемся, с ним можно ехать встречаться, показывать это в СМИ, как это все происходит, вовлекаться в это, условно, я, к примеру. Если это просто эмоциональные эти вещи, мы с эмоциями не работаем. Я говорю, что всех не успокоишь. Знаем, сливаем и баним, понятно. Не, банить не надо. Банить не надо, это только усложняет. Просто мы не продолжаем диалог, потому что это не конструктивно. Понятно. Вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Задавайте вопросы. Самая активная девушка. Да, я хотела у вас спросить по вашему личному мнению, в какой процентовке допустимо использовать в соцсетях контент так называемых мемов, котиков, развлекаловки, именно у госорганов? И вообще приемлемо? Да, я думаю, что надо, наверное, корректнее указать. Развлекательный контент, Да. Мультимедийный контент. То есть вот это видео, это же развлекательный контент на самом деле. Я сейчас объясню. То есть что значит развлекательный? Вызывающий эмоции. То есть когда мы создаем эмпатию или эмоциональный фон к нашему сообщению или к нашему органу, к нашему департаменту, к нашей службе, это контент вот такой. То есть какая-то история о том, что вот мы там кому-то помогли, вот была такая-то угроза, вот такая женщина, мы даем через ее личную историю восприятие, она говорит: спасибо большое, что вы работаете, что ваши ребята приехали, помогли там и так далее. Это в том числе развлекательный контент, и нужно над ним работать с точки зрения вот как раз-таки драматургии. А вот эти все мемы, я говорю, это... не надо, это дурной тон. Просто я к тому, что мы пытаемся найти какой-то способ, чтобы вовлечь аудиторию, чтобы ей это было прикольно. Но государственные органы это не прикольно, это сложная работа, и нам, наверное, не стоит быть комичными, но условно, если пожарные спасли котика, поставьте этот контент. Конечно. То есть это и есть тот контент про котиков, но он не удешевляет ценность работы. То есть можно же заморочиться реально, знаете, это очень популярно, календари сделать или просто картинки с пожарными. Красавцы, замечательные, клевые ребята, либо личные истории писать о пожарных, кто как пришел на эту службу, как его судьба к этому привела. То есть вот эти все вещи, это как раз таки развлекательный на самом деле контент. То есть тот, в котором есть драматургия с целью вызвать эмоции. И это как раз таки и одухотворит вашу структуру для человека. Она перестанет для него быть каким-то забором, министерством с забором. То есть мы вам через бумажки закидываем с информацией. Нет, открывается все, вот тут работают обычные люди, вот у нас глава, вот у нас обычные наши рядовые сотрудники, вот пресс-служба, вот какие-то конкретные люди. Когда
мы видим, кто там с той стороны, сразу гораздо меньше вот этого гонора. Потому что, ну, типа, если ты не знаешь, кто там работает, можно там на них ругаться. А когда я вижу, что там конкретные люди, такие же, как я, живут в этом же городе, у них может что-то получаться, что-то не получаться, но они стараются. Ну, в зависимости, конечно, от субъекта. Вот у нас, допустим, нет с котиками вообще не зашел, потому что Да, резонный вопрос от зоозащитников было, а сколько не спасли котиков на пожаре? Ну, гораздо... Нет, ну, в любом случае, даже немножечко, чайная ложечка, это меньше мертвых котиков, чем все. Всех, кого могли, всех спасли. Это, ну, объективная реальность. Поэтому, нет, процентов никакой нет, просто я к тому, что мемы сами по себе, они допустимы, но тут просто вы должны понимать, что это не должно быть целью. То есть, условно, если какая-то ситуация, условно шутливая, у нас есть прикольная фотка, по которой, очевидно, ложится нормальный мем. Вот, мы можем ее сделать. Но у нас не должно быть такого, что у нас контент-план, и там написано, каждую среду нужно мем, и мы весь вторник не работаем, думаем над мемом до среды. Вот. Точно так же. Да, у нас точно Вот, знаете, можно время здесь заметить, вот это очень близко к тому, что есть определенное понятие медиарейтинга. Какой-то, например, федеральный орган, не буду называть какой, да, имея федеральную сеть по всей России, устраивает медиарейтинг у всех пресс-служб. И там есть очень жесткая градация бальной системы, и нужно там в день выпустить столько-то мемов или еще там что-то, да. То есть есть вариант такой, что ты перестаешь думать творчески, ты начинаешь гнаться за цифрами, за определенными активностями. Да, Лёв, Алексей увидел, я думал, что он просто... Все, спасибо, Миш, большое, извините. Вот, то есть перестаешь, если идешь за медиарейтингом и хочешь занимать лидирующие позиции в этом рейтинге всероссийском, для тебя это важно, от этого зависит еще и всегда там премия, например. Да, я понимаю. То мы сливаем вообще все эмоции, весь интерес начинаем, состоялось, было, произошло, и контент у нас вообще валится, никто отписки идут, тебя уже не читают, но зато ты лидирующих позициях. Да, потому что это очень сложная структура. Дело в том, что государство подобными рейтингами, конкурсами, межведомственными, какими-то вот этими оценками медиалогии и так далее, с одной стороны пытается вас вовлечь в эффективный процесс работы, соревнования с другими регионами, структурами и так далее. Вот. С другой стороны, вы начинаете выполнять не ту работу, вы начинаете побеждать в рейтингах, а не у своей аудитории в головах. Потому что, ну, это правда всегда разные задачи. По идее, это, знаете, ну то есть как бы мне не нужно стараться попасть в номинацию на кинофестиваль. Мне нужно снять классный фильм, который вызовет эмоции, сопереживание у миллионов людей, и, соответственно, это, как следствие, приведет меня к какому-то конкурсу. А вот этот фокус не на качестве контента, не на вовлечении, не на количество каких-то комментариев, а на том, попадешь ты в этот рейтинг или нет, и причем же там же прописывают какие-то конкретные KPI, и думаешь, господи, и думаешь, ну господи, вы что? Вот, потому что люди будут делать тогда, накручивать комментарии. Количество знаков. Да, вот это все. А ведь нам же нужно, чтобы у нас были охваты, нам нужно, чтобы люди им было интересно следить, потому что крайне, супер-мега сложно, на самом деле не знаю, как вы это делаете, вообще вести министерское какое-нибудь медиа. Ну, то есть там телеграм-канал, там министерство или паблик. Вот, потому что я объективно, знаете, я воспринимаю это как в бизнесе тоже. Вот человек в социальных сетях открыл аккаунт своему магазину сантехники. Ну зачем я буду на него подписываться и смотреть на унитазы бесконечные с ваннами? Но это странно. Также и на министерство. Мне нужен ваш телефон, мне нужно знать, куда обратиться раз в год. Все остальное время, быть погруженным, это должен быть либо супер интересный медиапроект, ну то есть знаете, какой-нибудь, не знаю, проект, если мы говорим про МЧС, опять же, то есть это вот нужно новости ЧП, вот. И мне интересно за этим следить, то есть это какой-то экшен, эмоции, то есть но в целом структурно работу пресс-отчетов, она неинтересна. ну конечно, то есть это странно, люди работают, пишут, что они работают, ну хорошо, работайте. Мне, пока у меня пожара нет, так же, как и про полицию. Ну, то есть, если будет, какой-нибудь паблик самые красивые сотрудницы полиции, я подпишусь и буду лайкать. Блин, восхитительно, так прекрасно, приятно видеть девушек в форме, они все такие очаровательные, красивые. Это еще сложная, ответственная служба, работа.
Вот, я бы подписался. Мы рассмотрим ваше предложение. Да. сделаем. А вот это вот, ну типа, просто подписаться на пресс-службу полиции, ну зачем мне все происшествия, тем более Спасибо. сколько Я вот информации. еще есть Да, вопрос. давайте. А как же пропаганда? Добрый день, Илья. Вы с Пропаганда должна быть, Белгорода ну, мягкая сила, то есть мы через увлекательный контент и эмоции, простите. Ну, мы сейчас в вашем прекрасном видеоролике видели вот теробороны или ополченцы, да? Да. И читали, что их обучали вагнеровцы, да? Сейчас вот вроде мы знаем, что Кадыров, то есть спокойствие появилось с Чебекинцем. Появилась, конечно, нет, оно и не проходило, просто моментами очень страшно. А так-то, ну, типа, мы тоже, как и все, ложимся спать, спим, вот, пока не бахнет. Вот. Нет, я же говорю, что я пускай об этом немножко с иронией говорю, но в целом жизнь довольно ответственна. И я говорю о том, что, ну, вот на долю нашего региона и жителей нашего региона выпала такая миссия. Но при этом понятное дело, что каждый регион, каждая республика отправила своих мобилизованных туда. То есть как бы это большая наша сейчас армия работает на СВО. Наши парни, наши герои, они прекрасны. У вас тоже есть герои России, их много. И дай бог им здоровья, кто там находится. Вот, поэтому просто мы там на передовой, и мы стараемся еще и всех там как-то поддержать, и друг друга поддержать. И вот это я жду, что у нас там вот эта история про сплоченность, про взаимную поддержку, она в гиперформе. То есть вот оно, там нет никакого инакомыслия. То есть никто не сомневается, у нас, понятно, что из региона уехали сразу все, кто там в чем-то сомневался. Если для какой-то остальной России люди там, у них были сомнения, или они до сих пор в Белгороде остались только те, кто очень любят свой город, естественно. Ну, то есть, типа, твой город обстреливают, тебе страшно. Это как его надо любить, как надо любить свою страну, свой город, людей, с которыми ты живешь там, чтобы под бомбами или там ракетами оставаться там. Вы же понимаете, что это супер мотивация. Поэтому там, да, у нас уехало, может быть, там 10-15% населения, они переехали в другие регионы там, или просто вот уехали. Но все, кто остались, ну, мы такие, типа, о, летит, такой, типа, знаете, это очень смешно, ну, типа, там, бабах, ракету сбили, там, точка У, это такая 6-метровая ракета огромная, и они постоянно стреляют в Белгород ими. Вот. И люди такие просто идут, бах, они уже даже не смотрят в небо, ты пригнулся, такой, дальше пошел. Вот так, в общем-то, мы и живем. Поэтому спасибо вам за поддержку, за вопросы. Да, желаем удачи всем белгородцам, пускай быстрее все у нас нет возможности задать последний вопрос и отпускаем Илью. Ага, можно, да, я? Да, Николай, конечно. У меня острые вопросы. Да, даже два. Один не острый, второй острый. Слегка острый. Ага. Первый вот этот вопрос. Сколько километров от границы до Белгорода? И этот вы сказали насчет 20% свиноводства России, да? Вот я в свое время был на зеленой неделе в Берлине, и там Белгородская область подписывала проект на строительство крупнейшего свиноводческого комплекса вот, по немецкой технологии в Белгородской области. Да. Вот этот комплекс жив или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы очень хорошо, позитивно рассказали вот о работе региональной власти. И вы бизнесмен. Да. Какие у вас отношения с региональной властью? Они вам платят или нет? Очень, да, естественно. Конечно, мне все платят, вообще вся страна мне платит. Даже здесь мне платят. Молодец. Нет, давайте начну с последнего. Я работаю с государством, будучи сильным, независимым бизнесменом, предпринимателем, который основу 90% доходов, это коммерческие доходы моей компании, связаны с продажей рекламы для частных компаний в регионах. То есть у меня более 1,5 миллионов аудитории, 9 регионов, 16 проектов, и там у меня ребята пишут новости, и мы продаем рекламу. Вот. Ко мне пришли, потому что мы что-то делали очень крутое, и обратились, вот. Но мы никогда, я скажу, что мы всегда выстраиваем во всех регионах партнерские взаимоотношения о том, что, друзья, мы максимум можем вам сказать о том, что будем писать о какой-то проблеме. У нас нет каких-то, вот я говорю, у нас, во-первых, запрещен, естественно, на уровне концепции информационный рейтинг. Мы никого ни к чему не призываем, не привлекаем, не пишем нарочно плохо и так далее. То есть у нас, есть такая проблема, когда условно не получается заработать у медиа и СМИ коммерческие деньги, вот, они начинают шантажировать власть гадостями.
Ну, для меня это как бы стрёмно, потому что, во-первых, я люблю свою страну, это как бы непонятно. Во-вторых, я считаю, что ко мне должны прийти, потому что я делаю что-то очень крутое. Мы там так классно рассказываем про хорошее, все такие приходят и говорят, а можете нам тоже про хорошее? Потому что про плохое легко писать, а про хорошее вот напишите нам, вот, чтобы вот какую-нибудь пиар-компанию сделаете. Мы с удовольствием сотрудничаем, потому что я считаю, что государство такой же заказчик, как и любые другие компании. Если я это делаю там, для автомоек, холдингов там, и так далее, то также государство, просто государство мне лично в силу, может быть, вовлеченности и искреннего желания того, чтобы страна развивалась, мне интересно работать, потому что это очень важно и влияет на многих людей. Поэтому научить, в том числе вас, как коллег моих, рассказывать о хорошем круто, это, блин, классно. Чем больше вот, мы будем больше любить свою страну, нам будет веселее жить. Поэтому, конечно, я не отказываюсь от сотрудничества с государством, но это не ключевое, то есть государство приходит и уходит, а мои коммерческие деньги, ребята, они зарабатывают, ну, типа, кроме этого. То есть это не ключевой наш доход. Первый вопрос по поводу, конечно, все работает. Правда, эти компании сейчас немецкие ушли, но все технологии по выведению вот этих молодых поросят, потому что основная проблема, когда началось СВО, это, конечно, семенной фонд. Потому что мы по-прежнему закупаем вот маленьких поросят или семя за рубежом. Вот, в том числе, там, даже в том числе с голландскими там, цветами, тюльпанами там, и так далее. То есть тоже с этим были проблемы. Но сейчас это все уже развивается. Но в целом в регионе у нас Мираторг, Агробелогорье, это свиное производство, никто не закрылся, никто никуда не делся. Вот. И у нас получается Приосколье, Ясные Зори и Белая птица и Белгранкорм. Вот 4 куриных агрохолдинга. Все работают, ну то есть это основа, в принципе, экономики сейчас региона, потому что когда-то у нас было только шахты. А расстояние от границы до Белгорода? 40 километров. 40 километров. До Шебекина 25 километров, 26 от Белгорода. И еще там 10 километров до прямой границы. Ну там до Харькова по прямой 65 километров. Это как наш А до Ростова? да, совсем близко. До Ростова. Нет, до Ростова далеко, до Ростова 300. У нас получается область в районе Валуи граничит с Луганской областью, а потом Харьковская область, в рамках Якутии, я вообще не знаю, что можно назвать далеко. Нет, у нас ближайшее расстояние между двумя школами 350 километров легко. Это я помню, я еще в Лайфе работал, нам нужно было найти и снять интервью, точнее, найти видеооператора в Якутии, чтобы он снял какую-то девочку в деревне, она там спортсменка была. А я там, смотришь на карте, там что-то вот. Я говорю, можете съездить, пожалуйста, нам нужно снять интервью, мы заплатим деньги, переведем вам. Он говорит, да, через 2 дня. Я говорю, нет, нам надо побыстрее. Он говорит, да нет, я буду ехать 2 дня. А я смотрю, потом очень увеличить, а там реально 1500 километров. Это чисто хорошая погода будет. Это на севере, наверное. Да, просто оно же, знаете, у нас в Центральной России, там оно все как бы там смотришь, там 15 километров, 20 там, сантиметров. Вот. А тут как бы сантиметр, это полвселенной надо пролететь. И в конце, прощаясь с вами, вы говорили про маленьких поросят. По аналогии с большими поросятами, как вы думаете, что стоит делать с теми ждунами, которые ждут, как все закончится? Выводить на чистую воду? Или отпустить? Я имею в виду уже про людей, конечно. Выводить. Не понял контекст. Какими ждунами? С теми людьми, которые не считают себя патриотами, которые ждут определенного момента для того, чтобы проявиться, для того, чтобы уехать. Да. Это сейчас, кстати, очень прикольная история. Социологически есть мимикрирующие патриоты. Это, то есть, условно, люди, которые в вопросах говорят такие, да, мы за это, чтобы просто не выделяться, то есть они прикидываются. Вот это большие поросята. Вот, да, большие поросята. Да, хорошо, хорошее определение. Да нет, смотрите, знаете, работать с правдой сложно. Почему, допустим, на первом этапе Украина побеждала в информационной, условно, как говорят, войне? Потому что, создавая альтернативную реальность и мифы, гораздо проще.
работать, потому что человека проще впечатлить, там, вот эти очень плохие, эти очень хорошие святые, вот, все эти ни в чем не виноваты, а эти прям злодеи решили отобрать земли, еще немного, ведь в России мало земли. На этом уровне, понятное дело, что многие люди повелись на хорошее, ну, потому что внутренне никто из нас не хочет быть плохим. Это основная причина, почему на первом этапе люди такие: о нет, я не хочу причислять себя к козлу. Я говорю, ну конечно, Россия же впервые в своей истории участвует в военных действиях. До этого-то просто все страны расступились и оставили нам эти самые большие земли в мире. И такие: пожалуйста, русские, только вы тут справитесь. Нам не надо. Нет, понятно, что наша страна это чудо, потому что она существует до сих пор, и такая огромная территория, и мы ее в том числе 1000 лет оберегаем. Вот, но никто не хочет быть плохим. И сейчас, когда в итоге шаг за шагом правда начинает пробивать, раскалывать лед, вот, совершенно понятно, что людей, которые, ну, осознают, что это не история там интервентов и захватчиков, вот, это история защиты. Просто мне, я вам объясню очень важную вещь. Мне, как жителю Белгорода, я там живу постоянно, мне бы не очень хотелось, чтобы военные действия были на территории России. Да, и если тут вопрос был, ну, даже для меня, как, ну, допустим, я гипотетический президент, и у меня выбор, ну, типа, на чужой территории, которая тоже близкая, родная, братская, вот, либо на своей, на наших отстроенных красивых городах, а Белгород очень красивый город. Да, тут выбор очевиден. И поэтому я говорю, что те люди, которые считают, что мир вот он очень такой примитивный, вот есть хорошие, есть плохие, вот, потому что эти бьют, а эти проигрывают. Ну, я не знаю, в каком ванильном мире эти люди живут. Понятное дело, что иногда, даже воспитывая наших детей, нам нужно быть с ними строгими, жесткими, и мы можем даже иногда там наказывать детей, потому что мы хотим, чтобы в будущем они были лучше. И понимая даже эти базовые вещи, совершенно очевидно, что ну, нельзя судить вот так поверхностно. И сейчас мы дождемся, что те люди, которые, по крайней мере, не уехали, они поймут. Либо поменяют свою точку зрения, либо... Не, ну тут как бы есть же такая, опять же, мимикрирующая, то есть всегда прикольно быть победителями. Поэтому очень ответственно нам нужно сейчас всем победить. Победить в головах своих сначала, победить на фронте, победить лень, победить апатию, победить отсутствие активности, потому что нужно развивать, создавать новые компании, предприятия, надо пробовать бизнес, нужно делать все. У нас маленькая активность, самая основная проблема. Вот. Когда мы это все победим, то все в мире, и не только в России, захотят быть победителями. Уже даже сейчас нужно понять, что это большая выставка военного хозяйства. И теперь уже сейчас весь мир хочет обладать оружием победителей. И уже на этом этапе наша страна очень близка к тому, что выйти на новый виток успеха и развития. Пускай это, к сожалению, там, через войну, но так или иначе, это все идет к тому, что ну, Америка этим пользовалась 50 лет, продавая свое оружие. А сейчас, получается, русское оружие побеждает любое другое. Спасибо. Ура! И девочкам аплодисменты.